Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на июль 2020 года для стрельцов. Посмотрим, что ждет в этом месяце. Это середина месяца и окончание месяца. Так, теперь из цыганской колоды достанем карты на отношения 3, на работу 3. И на финансы 2. Итак, у нас семерка пентаклей выпадает как карта месяца стрельцам, а это значит, у вас деньги будут, у вас будут решаться какие-то вопросы материального характера, может быть, не до конца, может быть, еще нужно будет вкладываться, да, дополнительно, но у вас уже здесь какие-то результаты первые есть. Семерка пентаклей – это карта, когда нам хочется побыстрее, нам хочется ускорить процесс, либо не доделать, да, вот здесь вот опасность такая есть. Если вот астрологически взять взаимосвязь семерки пентаклей, это будет Сатурн в Деве. Дева – это порядок, Дева – это долг, честь и совесть, да, то есть мы здесь очень сильно должны стараться, а Сатурн, он как бы слишком уж давит, то есть получается и Дева долг такой дает, и Сатурн тоже заставляет нам быть должными, да, то есть нас вот это вот чувство долга, оно может просто измучить, и мы уже захотим вообще бросить, даже не довести до конца. Вот поэтому вот могут быть все-таки какие-то ограничения по этой карте, но смотрите, если вы не будете слишком уж серьезно относиться к делу, это только к лучшему, да, то есть не передавите, не перестарайтесь, нужно давать себе отдых, нужно давать себе возможность, ну, как бы вздохнуть свободно, отключиться, переключиться. При этом вы должны думать и помнить о том, что вы, ну, как бы закончите все равно это дело. То есть если вы не будете отдыхать, вы быстрее бросите. Также по семерке пентаклей может быть вопросы, связанные с выздоровлением, да, вот то, что нужно довести до конца, допустим, пропить весь курс лечения, в общем, сделать все как положено, выполнять назначение врача. Также, может быть, по этой карте нужно обязательно проверять, там, допустим, сантехнику или проверять электрику в доме, чтобы не было такого, что вот что-то там не так. И, допустим, вы куда-то из дома уходите, уезжаете, и у вас там замыкание, может быть, или там трубы потекли, или еще что-то такое. То есть нужно быть внимательным вот к этим вопросам тоже. Также карта говорит о том, что неплохо было бы что-то отремонтировать, если у вас вот есть такая нужда, да, отремонтировать помещение, отремонтировать машину, какие-то инструменты, может быть, у вас, вернее, приборы какие-то у вас, может быть, лежат, которые ждут ремонта. Вот неплохо было бы в этом месяце все привести в порядок, либо уже выбросить, если это не нужно. Может быть, нужно правильно организовать как-то свой труд, какие-то новые привычки развить у себя, чтобы, может быть, не уставали вы так сильно. Также карта хорошая для госслужащих, да, вот которые именно на государство работают, да, это вот просто очень удачная карта для них, удачный месяц. Хорошее время для того, чтобы сделать уборку в помещении, для того, чтобы, может быть, взять на себя ответственность какую-то, да, вы и так ответственны, у вас и так много дел, но может быть ответственность за свое здоровье и за свой отдых. Может быть, по этой карте нужно вам поменять гардероб, может быть, вы слишком ну, как бы не обращаете внимания на себя, как-то для других людей все делаете, все в работе, допустим, у вас ничего такого нового, свежего одеть нет, у вас, допустим, вся одежда там прошлогодняя или еще раньше, большего срока, да, в общем, вот такой месяц для стрельцов. В начале месяца у нас будет шестерка мечей, как раз вот уже желание перемен и готовность к каким-то переменам, мы можем куда-то ехать, мы можем
решать какие-то важные для себя дела, даже с места на место, там, с квартиры на квартиру переезжать, с работы на работу переходить, заканчивать обучение и выходить на работу, да, то есть вот такого рода может быть у стрельцов начало месяца. Также шестерка мечей – это у нас астрологический Меркурий в весах, то есть мы ищем в себе приложение, ну, как бы наших сил, да, мы ищем, где нам, допустим, найти человека, который бы захотел с нами разделить как бы нашу жизнь, да, то есть это больше как бы мы головой ищем, то есть интеллектуально ищем, да, не сердцем выбираем партнера себе. Мы, может быть, ищем себе работу подходящую, тоже, которая соответствует нашему уму, нашему интеллекту, нашим знаниям. Мы, может быть, в это время заключаем какие-то договоры важные для нас, вот по работе, допустим. В общем, карта, когда у нас сложный период перемен, но у нас много сил, у нас много, как это сказать, в общем, такой запал, да, которого хватит для того, чтобы вот обустроиться на новом месте, начать новую жизнь и так далее. То есть у нас все уже для этого есть. Теперь вторая часть месяца, середина месяца, выпадает карта старший аркан умеренность. И здесь вот карта уже очень гармоничная, когда мы чувствуем себя на своем месте, когда мы уже чувствуем свою силу, когда к нам относятся правильно, уважают нас и так далее. То есть этот период перемен, он только вот в течение 10 дней, да, потом уже все это проходит и становится на свои места. И вот карта умеренности, она очень гармоничная, она очень приятная. По ней и деньги приходят, и повышение приходит. Но ко всему мы как-то относимся спокойно. То есть приходит хорошо, да, мы порадовались, но как-то так тихо, спокойно порадовались. Если, допустим, что-то уходит, мы тоже к этому относимся абсолютно спокойно. То есть мы в таком каком-то состоянии умиротворения находимся вот в середину месяца. Также здесь может быть какая-то возможность к нам приходит расширить, допустим, свое дело, свой бизнес, если он у нас есть, или выйти на новый уровень в профессии, или начать больше зарабатывать, или улучшить свои отношения, да, то есть вот карта, когда мы перемещаемся на другой уровень, мы достойны как будто лучшего, мы так себя ощущаем, и действительно к нам это лучшее приходит. Хорошее время для поездок, дальних поездок, для, может быть, поездок заграничных, если есть такая возможность, для оформления разного рода документов, которые вот связаны с поездками, приобретения билетов и так далее. Также карта может говорить о том, что у вас появляется возможность решить какой-то вопрос в суде. Если вот у вас здесь, допустим, было подано заявление, то здесь уже у вас может быть какая-то уверенность в том, что вы выиграете, или уже, может быть, даже вопрос решен так быстро. А также вот может быть путешествие какое-то очень приятное, может быть крупные вещи какие-то будете покупать, статусные, или сдача экзаменов, допустим, да, защита диплома, сдали и успокоились, то есть получили то, что заслужили. Также здесь может быть еще важные какие-то сны даже, которые вам снятся, да, они вот что-то важное вам несут. Может быть какие-то семинары, преподавания, да, может быть какие-то вебинары, реклама. Вот это все удачно для стрельцов в середине месяца. И окончание месяца у нас королева жезлов. То есть вы владеете ситуацией, все по-вашему сбывается, очень как-то легко и гармонично все происходит, без особого напряжения. Вы вроде бы прикладываете усилия, но не такие уж прям сильно большие, чтобы вот уставать, да, то есть у вас окончание месяца – это действие и сразу результат, действие и сразу результат. Плюс еще помощь может быть со стороны там родителей, руководства, каких-то, в общем, людей, которые вот в вас заинтересованы. То есть просто вот решаются все вопросы на ура у вас, и этот месяц, он только в начале сложный, да, только в начале как-то он требует напряжения, выбора правильного направления, то есть разрешить себе поменяться, да,
И остальное время уже будет проходить очень гармонично и легко. То есть вы здесь как бы запустите процесс, и дальше он уже сам идет без особого вашего напряжения. Кроме того, вот по этой карте могут быть какие-то очень удачные инвестиции, работа может быть какая-то очень хорошая. Вы можете выступать перед людьми, и вас принимают, да, какая-то публичная деятельность может быть праздники какие-то, вы участвуете, может быть, в праздниках, или какие-то развлечения в плане там турбаза, парк, вот там, где много солнца, да, там, где много солнца, там праздник, там радость. Вот для вас это очень актуально в конце этого месяца. Также карта говорит о том, что вы вообще вот эту часть месяца будете чувствовать себя такими счастливыми, удовлетворенными, очень так гармонично. Отношения. Те, кто в поиске отношений, девятка пиковая. Карта говорит о том, что у вас вот пока что не меняется эта ситуация, да, вот как вот у вас есть, так и есть. Пока что вот такое ощущение, что вам нужно что-то для себя сделать, что-то, может быть, подумать о своей самодостаточности, да. Вот вы самодостаточны, вам нужен партнер для того, чтобы у вас была любовь, или для того, чтобы он вас обеспечивал. Вот для чего вам нужен человек? Вот вам нужно, чтобы у вас у самих были деньги, работа, чтобы у вас была такая вот, может быть, цель ваша главная какая-то была достигнута, чтобы вы чувствовали себя самодостаточно. Потому что если сейчас придет партнер, а вы, допустим, не решили какие-то важные для себя вопросы, вы просто будете в зависимости от него. А вам нужно стать самодостаточной для того, чтобы вам партнер был только для любви нужен, да, а не для того, чтобы он решал какие-то вопросы. Поэтому вот судьба не дает, пока вы не решите какие-то ваши вопросы важные. А теперь для тех, кто в паре, король червовый. Карта говорит о том, что вы, возможно, тут решаете вопросы, связанные с недвижимостью, с зарабатыванием денег, с какими-то поездками, возможно. Может быть, к родителям, допустим, кто-то поедет либо в места, где он раньше жил. Также, может быть, вы будете оплачивать недвижимость, допустим, это там оплата за ипотеку, да, или еще что-то такое, это для вас почему-то очень важно будет в этом месяце. Так, достану еще карт дополнительно. Что будет у тех, у кого уже есть пара? Да, у вас тут решаются какие-то вопросы, связанные с бумагами, да. У вас может быть, либо кто-то тут завещание какое-то оформляет, либо доверенность. Может быть, от других людей зависит, вот, может быть, это ваши родственники, да, и от них зависит оформление какого-то важного документа. Может быть, вам нужно будет их привлекать к этому. Но в любом случае у вас все заканчивается очень благополучно, успешно. Вот именно те вопросы, которые в этом месяце стоят очень остро, да, в основном это отношения и недвижимость. Да, в общем, смотрите, у вас, в принципе, все благополучно проходит и даже мирно, вы тут не ссоритесь, вы договариваетесь, наоборот, друг друга поддерживаете, можете доверять друг другу. В принципе, очень тут все гармонично и хорошо у вас получается. Единственное, что вот нужно о материальном позаботиться, и поэтому у вас много сил туда уходит. А для тех, кто в ссоре, валет бубновый говорит о том, что вам придется принимать уже решение, оставаться с этим человеком или нет. Если он вас не любит, если он к вам холодно относится, то зачем он вам нужен, да? Либо, если холодность вы проявляете, то, может быть, вы слишком большие какие-то высокие требования ставите, либо еще просто сами не вложились вот как следует в отношения, чтобы этого человека полюбить, да. Вот, знаете, бывает очень часто, что мы любим как раз вот тот вклад, который мы делаем сами. То есть вот чем больше мы заботимся о человеке, тем больше мы его любим. То есть здесь вот даже можно ваш вопрос решить вот таким вот образом. Если же не хотите вкладываться в отношения, то, скорее всего, они вот здесь развалятся. Не остается тут возможности. То есть тут что-то менять нужно обязательно. А теперь работа. Для тех, кто в поиске работы, вы можете здесь
получить приглашение, скорее всего, в письменном виде вас пригласят, либо сами будете постоянно вот рассылать резюме, да, вот здесь как-то вы пока что лишь, как сказать, общаетесь издалека, да, может быть, бумаги какие-то собираете, документы, может быть, кто-то оканчивает образование для того, чтобы выйти на работу, чтобы уже был документ какой-то, диплом, да. В общем, здесь что-то вот бумажная какая-то работа. Если же вы занимаетесь как раз там бухгалтерией или какими-то бумажными делами, то для вас вот как раз эта работа будет в июле. А теперь у тех, у кого есть работа, король бубновый говорит о том, что у вас, скорее всего, будут успехи вот именно в плане заработать, да, особенно если вы работаете в коммерции, да, или в продажах. Вот здесь у вас очень хорошие возможности для того, чтобы увеличить свой доход. Карта говорит о том, что некоторые люди, кто работал по найму, могут захотеть, допустим, сами свое дело организовать, но это больше похоже на куплю-продажу, да, то есть, допустим, что-то купили дешевле, продали дороже, или как посредники здесь вот можете быть. Для тех, у кого свое дело, восьмерка червовая, карта говорит о том, что может быть очень много эмоций, вот именно по поводу бизнеса, зарабатывания денег, может быть, как-то интуитивно вы будете чувствовать, что лучше этот месяц все-таки посвятить отдыху, там, поездкам, побыть с семьей, побольше уделить внимание близким и так далее. Но также карта говорит о том, что вы можете как-то разгрузить себя. Может быть, допустим, половину дня вы работаете, половину дня отдыхаете, или половину недели работаете, половину отдыхаете. То есть, чтобы такая гармония была. Может быть, знаете, какой-то соблазн у вас пойти вот не в ту сторону, да, вот смотрите, здесь вот карта умеренность, она говорит о том, что вот придерживайтесь своего направления, не делайте резких движений. Если даже перемены какие-то происходят, все нужно очень постепенно менять, чтобы не было потом проблем никаких. Теперь денежки для тех, кто на зарплате, десятка пиковая. Карта говорит о том, что у вас может быть новая какая-то работа или новая зарплата, или может быть это новый источник дохода, дополнительный еще. Может быть меняется вот что-то в ваших финансах. Скорее всего это будет улучшение, потому что эта карта обычно говорит о том, что у нас увеличивается доход, но все равно вот эта нестабильность какая-то пока есть вот в этом месяце. Может быть, в следующем месяце, может быть, вы уже будете больше получать, да, но в этом месяце вы только еще, ну, как-то меняетесь, растете, да. Теперь у нас те, кто своим делом занимаются, у них будет очень много активности, то есть чтобы заработать, нужно будет очень много побегать, потрудиться, да, поэтому и говорят карты, что нужно, ну, как бы отдыхать тоже периодически, иначе вы просто очень сильно можете уставать. А также карта говорит о том, что ваши деньги зависят от того, как вы общаетесь с людьми, насколько вы уважительны, насколько вы сдержаны, да, вот не критикуете, резких слов не говорите и так далее. То есть от этого очень много зависит. Ну и активность, конечно, ваша. Как пройдет для стрельцов месяц, какой будет итог? Все-таки вы обновите свою жизнь, выйдете на новый уровень. Здесь могут быть и финансы новые, и работа новая, новое окружение. У кого-то детки могут появляться даже в этом месяце. То есть у вас все равно какое-то обновление жизни идет. Кроме того, у вас, может быть, жизнь поменяется в том плане, что у вас появятся, может быть, люди в окружении, которые будут вас любить, будут о вас заботиться. Может быть, у вас появится потребность такая, да, что о вас заботились. Может быть, вы сами будете таким заботливым человеком, и вашим близким будет с вами очень хорошо. Вот смотрите, карты говорят о том, что месяц довольно-таки хороший, но в начале все равно будет сложно. Да? Вот как начало месяца пройдет, какие вы здесь решения примете, так и будет весь месяц проходить. Друзья, желаю всем замечательного времени, июля. Желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.